на прямой связи Герман Обухов, голова фонду «Стоп Информтеррор». Пан Германе, витаем вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Можем ли мы сегодня уже со стопроцентной уверенностью говорить о том, что Россия использует газ как политическое оружие против Украины, как оружие против всего европейского континента? Нет, практически несомненно. То есть это один из рычагов давления на Европу. Но как я уже вижу, комментарий я послушал бывшего большого чиновника в Украине. Собственно говоря, вероятно, такое же примерно отношение и у действующих чиновников. Как-то еще все нет понимания, да, как надо делать, как действует в Соединенных Штатах и, вероятно, и в Европе, поскольку недопонимают все-таки не в Верховной Раде. Я перед отъездом общался с депутатами, несколькими, немногими, да, в том числе и представителем «Слуги народа», это вашей, самой крупной партии. И не понимают и в аппарате президента, что надо все-таки усилить, я бы так сказал, информационное давление на Запад. А в Америке практически ничего не предпринимают. У меня были пару звонков в посольство, и послал им по электронной почте одно предложение. Такое сравнение. В посольстве Литвы, в посольстве Эстонии и Грузии отреагировали, да, на мои звонки, на мои послания. Посольство Украины молчит. То есть речь идет о конференции в Конгрессе, и конференция должна быть посвящена, в общем-то, самой большой проблеме, которая беспокоит Соединенные Штаты, и Европу. Это информационная диверсия России против Запада. Об этом я говорил в Киеве, и никому это пока не надо. Если Украина проигрывает информационную войну, она проигрывает все. Это моя позиция. Это не только моя позиция, это понимание многих политологов и политиков и на Западе, и даже в России, кстати говоря. Да? А в Украине как-то это немножко слабо доходит, этот постулат. И в общем-то как-то такая картина складывается, не очень веселая, поскольку надо что-то делать в этом направлении, а в этом направлении делается очень мало. Особенно в Соединенных Штатах. Это я уже ощутил. Не знаю, как будет в ближайшем будущем, но на сегодня это так, к сожалению. А чем это грозит? Как чем грозит? Если Россия убеждает, Соединенные Штаты, что все окей, так сказать, что мы дружественная страна и вам, и всем, да, и все будет замечательно, а в Киеве, они не хотят с нами договариваться, они, такие сякие, и там много чего можно наворотить, понимаете? Это не пропаганда, это информационная диверсия. И этого не понимают пока до сих пор многие даже на Западе, и в том числе в Соединенных Штатах. Но многие понимают, поняли в одной серьезной структуре, поняли в Atlantic Council, да, что надо что-то делать с Россией. А в Америке какая очень простая вещь. Если в Конгрессе принимают закон, который разграничивает или дает определение, что такое пропаганда и что такое информационный терроризм, и принимается закон, который предусматривает введение штрафов, определенных санкций против страны, не обязательно России, которая нарушила этот закон. Это значит, если Россия будет продолжать эти информационные диверсии, то санкции они должны быть на основании уже закона. Они просто так собрались и сказали: слушайте, они опять, так сказать, что-то там сделали, давайте подумаем, что как. Все должно быть четко прописано в законе. А его пока нету. Вот мы говорим о чем, понимаете? И этого не понимают и в Киеве, к сожалению. Раскройте, пожалуйста, как именно Россия осуществляет эту информационную диверсию в Европе, в Соединенных Штатах Америки и не только. Она инфильтрует, возможно, своих агентов, своих сотрудников в средства массовой информации Запада, или как это происходит?
Значит, происходит, сейчас я отключу, тут, к сожалению, мне звонит, сейчас, секундочку. Происходит это в разных направлениях. Значит, действует и телеканал России, да, я уже не помню, какие там РТР, не только РТР, там куча всяких каналов. Понятно, что смотрит это русская диаспора. Значит, но работают все соцсети, в том числе и на английском языке. И мы видим, как это повлияло на даже выборы в Соединенных Штатах Трампа 5 лет назад. Но это повлияло и сейчас, да, так сказать, там активно действовали те же, как называют, боты или там, не знаю, тролли, что угодно. Вот, поэтому это до сих пор такое действенное оружие, и его пока никто не устранил. И это еще говорили в Третьем Рейхе, не знаю, кто там, и Геббельс, и прочие там, значит, да, там, бонзы от Третьего Рейха, что без пропаганды, без информационной войны, если мы не выиграем, значит, это уже половина выигрыша на поле боя. Вот и все очень просто. Это касается и Крыма, и Востока на Донбассе, и чего угодно. И вы лучше меня знаете, сколько этих информационных диверсий в Крыму и на Донбассе. Что мне вам рассказывать? Да. Это будет целый список. Если эта конференция пройдет, я думаю, что прилетят все-таки из Украины. Там, ну, если слуги народа не хотят лететь, прилетит там, не знаю, там представители «Голоса», либо «Батьковщина», либо еще кто-то. В всяком случае, 2, 3, 4 человека наберется, кто прилетит на эту конференцию, помимо там Литвы, там Эстонии. Да? Вот. И все эти факты будут выложены. Где какие вот диверсии происходили, это абсолютно четко, понимаете? Диверсия — это когда 100% фейк. Это не просто что-то такое, да? Это придумано, это вброшено в общество, а через день-два узнается, что ничего этого нету. Ничего не было вообще, понимаете? Как вот мальчик распятый там в Донбассе, как там девочка изнасилованная там в Вильнюсе солдатами НАТО. Не было ни солдат НАТО, ни этой девочки. Через день-два никого не нашли, так сказать, не нашли этого распятого мальчика, еще куча там, не знаю, там всяких там совершенно фантастических там, значит, да, диверсий. Вот и все. Вот это фронт борьбы. А вот все остальное, экономика, да, она как-то немножко, да, идет. Хотя вот сейчас все на нее. Вот, слушайте, Северный поток, там, 2, там, 3, 4, не знаю сколько, да. Перекрыть этот Северный поток не стоит ничего, понимаете, при желании. Вот если вот как бы вот ввести вот этот закон, и в России, и в Европарламенте, там, ну, я имею в виду, что в Германии, там, во Франции, и все, так сказать, да, значит, и в России уже будут связаны руки. А этого не понимают, к сожалению. Ну, что делать? Ну, попробуем объяснить, значит, в Вашингтоне, возможно, да, не знаю, как получится. Но пока я не ощущаю вот никакого понимания и, значит, никакой поддержки, да, вот этим инициативам, ну, пока так. Дякую вам дуже, пане Германе. Чохсагл, что наше время и подключились к нам в эфир. Герман Обухов из Соединенных Штатов Америки.